Республика вместе со всей страной отмечает День защиты детей, а 58-я армия отмечает свой день рождения. В эфире новости на канале «Осетия», в студии Алексей Сманин. Здравствуйте. Сегодня День защиты детей. Народные гуляния, концерты и конкурсы прошли и в Северной Осетии. О том, как отметили праздник, расскажем. Летний ремонт. Школы и детские сады в ближайшее время будут приводить в порядок. Глава администрации Владикавказа Борис Албегов лично следит за тем, как идут работы. С Малой Бронной на площадь Ленина. Во Владикавказ приехал Московский драматический театр. Какие постановки представят артисты осетинскому зрителю? В Северной Осетии, как и во всей России, сегодня отметили День защиты детей. Праздничные мероприятия прошли во всех районах республики. Взрослые сегодня сделали все, чтобы подарить детям настоящий праздник. Как это было, расскажет Тинатин Музашвили. Весь город будто бы превратился в волшебную страну. В каждом уголке отмечают Международный день защиты детей. Несмотря на погоду, во всех парках развернулись развлекательные площадки. Вместе с тем, сегодня состоялись и серьезные мероприятия. Во Дворце молодежи открыли мемориальную доску Анатолию Птимирову. Он автор более 90 архитектурных сооружений в Северной Осетии. На церемонии открытия присутствовали родственники и коллеги архитектора. Наконец-таки наступило время, когда мы начали отдавать должное тем людям, которые делали великое дело – возрождение города Владикавказа, возрождение республики. И сегодняшнее мероприятие, на котором мы присутствуем, одно из них. Ну а внутри дворца настоящий праздник. Солнечное, сказочное, спортивное. На воображаемых станциях дети играли в развивающие игры. Занимаемся художественной гимнастикой. Мы очень любим художественную гимнастику. Наша команда очень дружная, и мы все вместе входим на разные мероприятия. Соревнования. Спасибо, что сделали такой праздник для детей. Нам очень понравилось, особенно по окружающему миру на вопросы отвечать. Мне тоже очень понравилось. А мне эстафеты понравились. Шарики, лимонады, сладкая вата. Реабилитационный центр ИР в День защиты детей отметил свой день рождения. Вот уже год центр занимается лечением двигательных нарушений детей с ТЦП. Сегодня на празднике вместе с пациентами присутствовали их родные. Для детей выступили аниматоры, и особо их впечатлило шоу трансформеров. Все присутствующие получили сладкие подарки. Я думаю, что для всех детей важно отмечать что угодно, в том числе День защиты детей. Это замечательный праздник. Это праздник для детей, но для нас повод задуматься, насколько много мы делаем для детей. Это каждого человека касается, вне зависимости от того, врач он детский, либо он учитель. Каждый человек может оказывать какую-то помощь детям, внимание. Ну а пациенты Республиканской детской больницы ненадолго окунулись в кукольный мир. Прямо в лечебном учреждении артисты театра юного зрителя показали спектакль. Веселые приключения утенка Дорофея никого не оставили равнодушным. Сегодня был концерт, там гусь был, там девочка была, там ежик был, там лиса была. Там лиса украла гуся и хотела его съесть. А мы спасли гусенка. Глядя на счастливые лица ребят, уверенно можно сказать, праздник удался. Со своей главной задачей на сегодня взрослые справились. Тинатин Музашвили, Аслан Тебиев. Новости Осетии. Весело и ярко отметили Международный день защиты детей и в Моздоке. Праздничные мероприятия там начались рано утром. Веселые старты, флешмоб, турнир по шахматам – и это еще не вся программа, которую организовали для детей в Парке Победы. Особое внимание ребят приковал конкурс рисунка мелом на асфальте. Дети рисовали идеальный, на их взгляд, город. У многих таким оказался Моздок. Победителей наградили призами. С пустыми руками с детского праздника не ушел никто. В течение дня раздавали мороженое, а бонусом стали и бесплатные батуты. Еще один сюрприз – пенное шоу от пожарных. Праздник очень веселый, и ребята тоже. Честно, этот праздник отличается от других. В этом году приехали пожарные и напенились все.
А в Москве сегодня почтили память жертв Бесланской трагедии. На площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы состоялась церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта в Беслане. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя парламента республики Александр Татаонов, первый заместитель полномочного представителя Северной Осетии при президенте России Борис Рея, члены Московской осетинской общины, студенты столичных вузов и бывшие заложники первой Бесланской школы. Участники почтили память погибших, возложили к монументу цветы и воду. Памятник жертвам Бесланской трагедии – работа известного скульптора Зураба Церетели. Был открыт в Москве 1 июня 2010 года. Ежегодно постоянное представительство Северной Осетии вместе с осетинской общественностью Москвы чтят память погибших детей. Форум «Без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья стартовал в Осетии. В течение 5 дней на базе реабилитационного центра «Томиск» специалисты проведут образовательные, профориентационные и мотивационные тренинги. Также участники форума встретятся с известными параспортсменами, деятелями культуры и общественными деятелями, обучатся составлению проектов. Со всеми без исключения поделятся необходимой информацией о трудовых отношениях, профессиях и вакансиях, расскажут о том, где особенные ребята смогут себя реализовать. Участниками проекта стали 100 человек со всего Северокавказского округа. Это ребята с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, которые, несмотря ни на что, готовы дерзать и творить, стирая границы. Отметим, что в Северной Осетии форум проходит второй раз. Вообще основная цель этого форума – это образовательная программа. Обучаем писать проекты ребят, которые в дальнейшем могут сами себя трудоустроить. Это профориентационные тренинги. Комитет занятости является одним из организаторов, и по этой причине самое главное для нас трудоустроить инвалидов. Глава республики Вячеслав Битаров встретился с преподавателем Академии русского балета имени Вагановой Галиной Башловкиной, которая на протяжении 2 лет проводила во Владикавказе конкурсный отбор детей для дальнейшего обучения в Академии. На встрече также присутствовал министр культуры республики Руслан Мильдихов. Галина Башловкина рассказала главе республики, что инициатором отбора детей в регионах России стал ректор Академии Николай Цискоридзе по поручению заместителя председателя правительства России Ольги Голодец. За 2 дня удалось посмотреть около 120 будущих артистов, которым сейчас по 10-11 лет. Пока рекомендацию для поступления в учебное заведение Санкт-Петербурга получила ученица лицея искусств 11-летняя Николь Лакуева. По словам Галины Башловкиной, хорошие физические данные еще у нескольких девочек. Напомним, что Академия русского балета имени Вагановой – это одно из самых лучших учебных заведений не только в России, но и в мире. Министр финансов Северной Осетии Казбек Царикаев ушел в отставку. Об этом стало известно сегодня. Исполняющим обязанности министра назначен его первый заместитель Алан Загоев. Напомним, Казбека Царикаева назначили на должность указом главы республики в мае прошлого года. Как сложится дальнейшая политическая карьера бывшего чиновника, пока неизвестно. Ликвидация задолженности и полная оплата текущего потребления энергоресурсов. Эти вопросы обсудили члены межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу республики. Заседание провел вице-премьер правительства Аксарбек Фадзаев. В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, руководители органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций. По словам министра ЖКХ, топлива и энергетики Альберта Сокурова, за 4 месяца 2018 года в республику поставлено электроэнергии на сумму около 1,5 миллиарда рублей. По данным министра, платежи составили 84,5%. Это выше, чем за тот же период прошлого года. Отметили также, что предприятия – это Владикавказские водопроводные сети и Владикавказские тепловые сети, которые сейчас проходят процедуру банкротства. На заседании также рассмотрели работу структурного подразделения МВД и судебных приставов по взысканию просроченных задолженностей. По предположению участников рабочей группы внесены коррективы в разработанную дорожную карту, направленную на улучшение платежной дисциплины. Задача поставлена Федеральным центром правительства Российской Федерации, и в том числе для, не только для нашей территориальной группы, но территориальной группы по Северному Кавказу, достижение целевых показателей в размере 100% до конца текущего года. Ну а сейчас настало время для главных тем в повестке федеральных СМИ. О них нам коротко расскажет Белла Бикоева. Белла, здравствуй, что нового? Здравствуй, Алексей. Глава портала РИА Новости Украины Кирилл Вышинский попросил помощи у Владимира Путина. А сберкнижки и сберегательные сертификаты на предъявителя исключили из обращения. О самых обсуждаемых новостях в СМИ прямо сейчас.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин будет лично следить за ходом расследования инцидента в торговом центре «Комсомол» в Иркутске, где пострадали дети. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишет РИА Новости. Задержан технический директор ТРЦ и 2 сотрудников. Сегодня днем дети собрались в одной из игровых комнат на представление с химическими опытами. Во время шоу загорелся один из реагентов. Дети в первом ряду получили ожоги. За медицинской помощью обратились 8 человек от 5 до 13 лет. Все доставлены в городскую больницу номер 3. Больше всего пострадали 10-летний мальчик и 13-летняя девочка. У них 25% ожоги тела. Кирилл Вышинский попросил помощи у Владимира Путина. Глава портала РИА Новости Украина просит российского президента принять меры для его освобождения. Также журналист заявил о выходе из гражданства Украины и попросил считать себя россиянином. Задержанный в Киеве представитель СМИ назвал свой арест и содержание под стражей незаконными, а сам процесс – пыткой. Вышинский также поблагодарил международное сообщество за внимание к ситуации с преследованием журналистов на Украине и отметил, что это снизило давление на него и на его коллег. Сегодня Херсонский суд отклонил апелляцию на арест Вышинского. Журналиста задержали в середине мая по подозрению в государственной измене. Сберкнижки и сберегательные сертификаты на предъявителя исключили из обращения. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Теперь можно оформить только именные сберкнижки и сберегательные сертификаты. Последние пользовались большой популярностью у клиентов. Удобно вложить деньги в одном месте и получить в другом. Можно было и подарить. Но анонимность этих бумаг вызывала опасения, пояснил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков. По его словам, сберегательные сертификаты на предъявителя часто использовали для проведения сомнительных финансовых операций. Алексей, на этом у меня все. Мы будем и дальше следить за развитием событий. Белла, спасибо. Ну а мы возвращаемся к новостям в Северной Осетии. Лето не только во время каникул, но и ремонтных работ в школах и детских садах. Образовательные учреждения Владикавказа начали приводить в порядок. Многие здания уже давно требуют ремонта, где-то в меньшей, а где-то в большей степени. Школы и детские сады сегодня лично посетил глава администрации Владикавказа Борис Албегов. О результатах инспекции в репортаже Сармата Мисикова. В школе номер 6 окна не меняли с самого открытия до сегодняшнего дня. Оконные блоки были уже в аварийном состоянии. Сейчас работы близятся к завершению. Осталось закончить внутреннюю отделку. Кроме школы, Борис Албегов посетил еще и детский сад номер 92. Сейчас подрядчик приступил к монтажу новой системы водоснабжения и отопления. Всего здесь будет заменено около 500 метров трубопровода и 400 секций радиаторов. Зимой температура в детском саду была всего 6 градусов тепла. Всех детей собирали в одну группу, в самое теплое помещение. Это был единственный способ продолжать работу. По словам заведующей детским садом Ирины Макаевой, решить проблему с отоплением она пыталась в течение 6 лет. Долгие годы отопительная система данного детского сада находилась в аварийном состоянии. Благодаря администрации города этот вопрос решился положительно. И надеемся, что в этом году, этой зимой, температура в групповых помещениях будет соответствовать нормам Санпина. По словам Бориса Албегова, во время работы используют высокотехнологичные материалы. Качество работ тоже на уровне. Как показала маленькая инспекция, подрядчики хорошие, добросовестные. И сами заведующие говорят, что они, и директор школы, и заведующие, что они очень достойно, в срок и без проблем все выполняют качественно. Ну и мы убедились в качестве работ, и мы очень довольны подрядной организацией. За лето ремонтные работы будут проведены во всех школах города, где-то частичные, а где-то даже капитальные. По словам главы администрации Владикавказа, школьному и дошкольному образованию уделяется особое внимание. 56% всего бюджета тратится именно на эти цели. Сармат Мисиков, Александр Каджаев, Новости Осетии. Ну а теперь о новостях, которые будут особенно интересны владельцам авто. Российских автомобилистов ждет ряд новшеств, которые вступят в силу с сегодняшнего дня. Подробнее о том, что изменилось, расскажет моя коллега Генрета Албегова. Генрета, здравствуй. Что нового? Да, сегодня в силу вступают новые поправки, которые касаются автомобилистов. Это и увеличение размера штрафов, и изменения для людей с ограниченными возможностями здоровья, и другие новшества. Давайте обо всем по порядку. Во-первых, главное изменение теперь вводится в практику дополнения к так называемому Европротоколу. Это, напомним, возможность оформить аварию без привлечения сотрудников госавтоинспекции. Но есть несколько условий. В ДТП участвовали только 2 автомобиля, оба водителя которых застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших и не причинен ущерб имуществу третьих лиц.
Также, если у участников ДТП нет разногласий по обстоятельствам совершения аварий. При этом раньше страховщик мог выплатить пострадавшему не более 50 тысяч рублей. Согласно изменениям, теперь размер выплаты может доходить до 100 тысяч рублей. При этом согласие участниками аварии больше не потребуется. И здесь тоже есть условия. Автомобиль должен быть оборудован системами ГЛОНАСС, которые позволяют отправить в информационную систему ОСАГО некорректируемые данные о ДТП. Процедура оформления Европротокола действует в Северной Осетии около 3 лет, и автолюбители активно ею пользуются. Люди пользовались, да, если у них не было никаких претензий друг к другу, эти правила также остаются без претензий. Если есть какие-то претензии, это все указывается в протоколе, в Европротоколе. Упрощает процедуру, то есть они оформляют Европротокол, сразу обращаются в страховую компанию, не ждут ГИБДД, пока они приедут. Это все делается только при ДТП без пострадавших. Также с сегодняшнего дня на новые машины перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств. Им на смену придут электронные ПТС. Их можно будет получить при покупке автомобиля. То есть водитель на руки не получит ничего, а в страховую компанию автовладелец пойдет с договором купли-продажи. Но тем не менее, право получить дубликат бумажного ПТС в случае его утраты водителям оставили. Новшества коснутся и людей с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет об инвалидах 3-й группы. С сегодняшнего дня им разрешено устанавливать на машину знак «Инвалид». До сих пор такой знак можно было ставить на машины только инвалидам 1-й и 2-й группы. С 1 июня подорожали и штрафы. В частности, увеличится административная ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Сейчас за это предусмотрен штраф в 1000 рублей или лишение прав на 3 месяца. За повторное нарушение прав лишают на год. Теперь штраф повысят до 5000 рублей, а лишать прав будут на полгода. В случае же повторного нарушения сроки останутся прежними – 1 год без права управления автомобилем. Хорошо, Генриетта, спасибо. Будем следить за тем, как новые правила повлияют на жизнь автомобилистов на дорогах. Ну а сейчас к другим новостям. В Владикавказе открыли мемориальную доску Василию Акоеву, видному государственному и общественному деятелю. На торжественное мероприятие пришли родственники, знакомые и коллеги по работе, все те, кто лично знал Василия Акоева. Память об одном из лучших руководителей увековечили на фасаде дома номер 3 по улице Мамсурова, где жил сам Василий Акоев. Более 17 лет он руководил Ирабским и Дегорским районами, работал на посту председателя Госкомитета Северо-Остинской автономной республики и был депутатом Верховного Совета. Трудовые заслуги Василия Акоева страна оценила высоко. Он достоин орденом Октябрьской революции, 3 орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями. Мало кто знал, что Василий Акоев еще и талантливо пробует перо. К сожалению, при жизни автора его работы не были опубликованы. Роман на остинском языке «Борис и Ранетта» вышел в республике отдельной книгой лишь в 2006 году, через 3 года после смерти писателя. Позже вышел и второй роман в стихах, принадлежащий его перу «Барина». Примечательно, что роман опубликовали не только в оригинале, но и в переводе на русский язык. Сегодня, поминая этого красивого, трудолюбивого человека, необходимо вспомнить, что он является наглядным примером сегодняшних младших. Это великолепный пример служения народу, государству, преданности своему делу, примером подражания обычной нашей жизни, чего многим сегодня, к сожалению, не хватает. 58-я армия отпраздновала свое 23-летие. На торжественной церемонии отметили лучших служащих армии. Их наградили грамотами и медалями за хорошую службу. Поздравить военных приехал и председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев. Он поблагодарил бойцов за отличную службу. После официальной части состоялся праздничный концерт. С большими гастролями в Владикавказ приехал Московский драматический театр на Малой Бронной. В эти минуты артисты дают первый спектакль для осетинского зрителя. Все постановки представят на сцене Русского академического театра. До начала спектакля артисты и художественный руководитель театра встретились с журналистами. Поговорили о привезенных постановках, репертуаре театра на Малой Бронной. Как отметил художественный руководитель этого театра Сергей Голумазов, все спектакли будут в точности, как на московской сцене. Привезли оригинальные декорации и костюмы. Актеры приехали полным составом. Обсудили на встрече и проблемы, и перспективы театрального направления. Поддерживали разговор присутствующий на встрече министр культуры Северной Осетии Руслан Мильдихов и директор Русского академического театра имени Вахтангова Владимир Уваров. Напомним, гастроли театра продлятся до 11 июня. Зрители смогут увидеть 5 спектаклей. Приезд театральной труппы стал возможен благодаря федеральному проекту «Большие гастроли».
учился, я вам хочу сказать. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.